Добрый вечер, дорогие друзья, это «Вечерняя Тува». С вами Буян. Сегодня у нас в гостях Анна Зуева, это автор YouTube-проекта Зуева, вроде бы, да? Все верно. Расскажите, пожалуйста, что за YouTube-проект? Всем еще раз привет. Я живу в Улан-Удэ и являюсь профессиональной журналисткой с дипломом журналистки. Анна сказала, что она независимый журналист, и этим она гордится. Да, этим очень горжусь. Но 10 лет я работала на местном государственном телевидении, на 2 телекомпаниях. На одной телекомпании 7 лет, на другом телеканале 2 года, или даже побольше. В общем, у меня очень большой стаж журналистской работы. Я так же, как и вы, вела разные проекты, новости, была выпускающим редактором, корреспондентом, конечно. Но потом так получилось, что я ушла с государственного телека. Ничуть об этом не сожалею. И решила, что буду развивать свой YouTube-канал, поскольку я считаю, что сейчас очень много платформ, где можно себя реализовывать и рассказывать о чем ты хочешь и как ты хочешь. YouTube — это прекрасная платформа, и у меня был YouTube-канал, и сейчас там почти 30 тысяч подписчиков. Я надеюсь, что, может быть, кто-то из жителей Тувы подпишется на меня, и у меня будет еще чуть больше подписчиков. О чем я и моя команда снимаем. У меня есть команда, профессиональные режиссеры и операторы, которые сотрудничают со мной время от времени, когда есть что снимать и что монтировать. Мне вот. Вообще не нужно, я даже вопросы не буду задавать. Вы просто все расскажите, и все. Я просто посижу, послушаю. Хорошо. А мне вот интересно, вот вы приехали в Туву. Да. Для чего? То есть снять какой-то материал про Туву? Да, я на самом деле очень люблю буддийские регионы. У нас их в России 3. Я сама живу в Бурятии. 3 года назад я побывала в Калмыкии. Вот даже сижу в прекрасном свитшоте, где написано «Элиста». Подарок моих калмыцких друзей. Тува, по сути дела, 3-й буддийский регион. Не по значимости 3-й, конечно же. Я здесь никогда не была, и мне очень не хотелось здесь побывать и познакомиться с вашей культурой, с вашими традициями поближе, в том числе еще и потому, что, к сожалению, мне кажется, очень много стереотипов про вашу республику. Пора исследовать Туву, узнать, как здесь живут люди на самом деле, познакомиться с какими-то классными героями, поговорить про их проблемы, про их успехи, про их чаяния, про их желания. И вкусно поесть, отдохнуть. И я решила снять небольшой выпуск, а может быть он будет большой, потому что материала мы собрали очень много. И я сейчас думаю, господи, как же все это мне собрать в классный выпуск и рассказать о том, какой я увидела Туву, тувинцев и тувинок. Где вы уже побывали в Туве? Я побывала в городе или в поселке городского типа Чадан. Знаем такой, да. Там мы были сравнительно недолго, но познакомились с некоторыми жителями этого городка. Также мы были в Дацане, Верхнечаданский, а может быть он Нижнечаданский, Усту-Хуре. Да, познакомились там с настоятелем храма. Побывали у стен разрушенного некогда коммунистами, если я не ошибаюсь, храма. Там отсняли прекрасный, мне кажется, материал. А еще летали в Кунгуртук. Я, кстати, видел у вас сторис. Вы прям вчера, по-моему, да, летали? Да, мы летали вчера. Это было удивительное путешествие. Я и мой коллега-оператор впервые летели на вертолете. Мы вообще были под большим впечатлением. Очень классный вертолет, тихий, бесшумный, мягко садится, мягко взлетает. Честно говоря, я думала, что я буду очень переживать, но на самом деле профессиональная команда пилотов, и так все было здорово. Сколько у вас уже выпусков вышло на YouTube-канале? Вы только по Бурятии, да, были? Я снимаю преимущественно про Бурятию, но мне удавалось съездить в Калмыкию и сейчас в Тыву. По сути дела, да, я специализируюсь на Бурятии, на проблемах жителей Бурятии и снимаю
классных людей из Бурятии, провожу интервью и даже учила бурятский язык. У меня есть небольшой образовательный проект вместе с учителем бурятского языка, непрофессиональным педагогом, но он сам выучил бурятский, учил меня бурятскому, поскольку, в отличие от Тувы, проблема жителей Бурятии в том, что наш язык бурятский, я говорю наш, я русская, но я все равно говорю наш, потому что я все-таки живу всю жизнь в Бурятии. В общем, проблема в том, что язык бурятский забывается, к сожалению, мало кто на нем говорит, и поэтому я решила, что буду учить бурятский, и таким образом подстегну жителей Бурятии, у которых есть внутренняя потребность учить свой родной язык, выучить его наконец-то. Поэтому вот такой проект у меня тоже был. Ну, мы много чего снимаем, и про проблемы мы о них не замалчиваем, поскольку являемся, на мой взгляд, единственной независимой медиакомандой в Республике Бурятии. Остальные СМИ — это государственные. И мы очень смелые, классные. В общем, подписывайтесь на нас. Очень крутые, молодцы. Про языки, кстати, это очень похвально. У нас был 2 недели назад к нам прилетал Никита по регионам. Вы Да, сказали, это что вы тоже знаете. товарищ, это мой друг. Знаете, вы прям приезжаете в ту фазу, когда вот уже все, вот просто снег, уже ничего не увидеть. Почему вы не прилетаете летом? Летом у нас очень красиво прям. Ну, и, конечно, сейчас тоже красиво, но просто... Так получилось, да. Мне тоже все, с кем я общалась здесь, говорят: Анна, почему вы приехали в ноябре? У нас так пыльно, очень много дыма, смога от наших котельных. Вы сейчас снова снимете какую-то черную, серую Тыву и пыльный Кызыл. Не знаю, так получилось. Летом были какие-то другие съемки. Летом мы снимали большой выпуск про проблемы туризма на Байкале, про то, как сделать его центром притяжения туристов. Очень много сил и времени отняла эта работа. А еще я была в Дагестане и снимала в Махачкале выпуск про права женщин на Северном Кавказе. И поэтому было не до Тувы, и поэтому мы сейчас здесь. Но мои впечатления нисколько не хуже от того, что выпал снег и прохладно. К морозам я привыкла, все-таки я из Бурятии, у нас там абсолютно идентичная погода. Сколько у вас сейчас человек в команде? Сюда я приехала со своим коллегой-оператором, одним. А вообще у меня есть еще один оператор, который тоже на подхвате, работает второй камерой. Также я приглашаю иногда оператора аэросъемки, если мне что-то нужно такое масштабное, красивое снять. И есть профессиональный режиссер, который тоже работает со мной, поскольку сама я монтировать не умею, и считаю, что нужно делегировать полномочия. Журналист берет интервью и готовится к съемке, режиссер монтирует, оператор снимает. С кем вы уже успели познакомиться, пообщаться, с какими людьми? У нас очень много героев. По-моему, самый яркий — это ваш заслуженный артист республики, популярный блогер Ишкин Аглу. Да, он нас такого. Приветил и встретил совершенно роскошным обедом в своей юрте на своей чебанской стоянке в нескольких километрах от Кызыла. Его великолепная сестра Виктория приготовила потрясающий обед. Ради нас закололи барана. Бедный баран. Вот. Мы узнали много про национальную пищу. Она отчасти очень схожа с бурятской. Названия даже похожи. Там, бовы, борцики. И продукты питания, они абсолютно такие же, только называются по-разному. Ваша мука долган у нас называется цампа или замба. Ну, то есть... Ничего особо такого принципиально нового я не увидела, но вкус все равно какой-то другой. Виктория и Ишкин объяснили это тем, что у вас какие-то невероятные травы здесь произрастают, и те барашки, которые едят эту траву, они вот потом получаются очень вкусные продукты. Вот. Мы очень здорово поговорили, Ишкин очень открытый, влюбленный в свою республику человек, и показал свою ферму. Мне было очень любопытно узнать, как он совмещает свою творческую жизнь, блогерство и фермерство. Мне кажется, это так затратно
по энергии, но... Получается, вы приехали в Туву отснять только один выпуск, да, получается? Да, мы снимаем один большой выпуск, и это будет такой обзорный видеоматериал про Туву. Хотя материала так много, что у меня закрадывается мысль разбить, может быть, на какие-то маленькие главы, маленькие серии. Но вот насчет формата... Снимайте сезон. Ничего страшного, там 8 выпусков. Мы тут, которые вот по краю Тувы, мы тут каждый кожун объезжаем, там у нас уже сколько там, 10 выпусков, и нас постоянно обвиняют в том, что мы не показали что-то там именно в этом кожуне, и нам потом заново надо ехать это все снимать, потому что у нас реально очень много классных, людей. Красивых и людей, и мест. Да. Вы были в Кунгуртуке? Мы обязательно там побудем. В следующем году, наверное. Ничего себе, я вас опередила. Журналистка из Бурятии побывала в Кунгуртуке, а журналисты из Тувы. Я, наверное, пойду. Не, мы обязательно там побудем. Прям на вертолете хочется тоже. Мне очень понравилось в Кунгуртуке. Там такая дивная, девственная природа, и живет И живет малочисленный народ Сибири, тувинцы, тоджинцы. Они живут еще в Тоджинском районе, если я не ошибаюсь. Да. Но вот в Кунгуртуке тоже они достаточно компактно проживают. Но в Тодже не были. В Тодже, к сожалению, нет. Жалко. Летом. Летом, да, кстати, обязательно летом лучше приезжать, потому что там классный заповедник. Такой красивый. Вот. В Кунгуртуке нас встречал Даржа Никитин. Он руководит ассоциацией. Тувинцев-тоджинцев. И показал нам свой дом, угостил нас вкусной едой тоже, поджарил для нас пермяки. Это такие, очень похожие на беляши. И рассказал, как они охотятся, добывают рыбу, и поделился большой проблемой местных жителей. Может быть, это станет основой для сюжета, для местных журналистов. Он сообщил, что в нескольких километрах от Кунгуртука одна компания, не запомнила ее название, будет добывать алюминий, и местные жители очень сильно против такой разведки, такой добычи, поскольку это будет, возможно, достаточно опасно для здоровья и для природы. Вот, может быть, это станет темой одной из выпусков. Может быть, вы Даржа тоже пригласите и поговорите с ним на это. Тоже пригласим, да. У них был сельский сход. И они все очень-очень переживают за свою природу и за здоровье не только свое, но и всех жителей Тувы, поскольку отходы производства потекут в реки. Перед завершением, может, вы скажете нашим зрителям, как найти ваш YouTube-канал, зачем его нужно смотреть, и просто можете пару слов сказать. Честно говоря, немножко переживала перед тем, как лететь в Туву. Все-таки стереотипы, которые созданы в медиаполе, оказывали на меня некое влияние. Но я очень не люблю стереотипы. Я считаю, что они созданы из-за страхов, и нам будет легче жить, если мы не будем мыслить стереотипно, а будем мыслить критически. Но, тем не менее, такой небольшой страх был, как же я буду вечером ходить по Кызылу, кто же меня будет защищать, потому что все время ходить будет со своим оператором Вовой, а Вова такой худой, да, щупленький. К счастью, никакие стереотипы не подтвердились, и это здорово, Тува прекрасно. Мне кажется, что про Туву очень мало кто что знает. Многие думают, что это, наверное, Монголия, так же, как и про Бурятию. Вы там где-то в Монголии, да, я часто слышу, когда езжу куда-то в центральную часть России. Я думаю, у Тувы большой туристический потенциал, который будет здорово развить, построить, может быть, еще больше классных гостиниц, поскольку я сама столкнулась с тем, что мне было сложно найти гостиницу. Они либо были заняты, либо они были слишком дороги, либо слишком дешевые, и не было что-то вот такого среднего класса, чтобы можно было не слишком накладно для своего бюджета остановиться. Я думаю, Туву стоит хотя бы однажды посетить каждому россиянину и познакомиться с ее дивной природой, культурой, которая здесь очень богатая. Я, например, не знала, что здесь много веков назад, 7-8 веков назад жили скифы, они оставили огромную культуру после себя. У вас хранится золото скифов, десятки килограммов. Я ходила в Национальный музей, была просто потрясена от экскурсии, которую провела экскурсовод. И
Об этом, к сожалению, никто не знает, но все знают, что Тува — это что-то вот такое криминальное, бедное и ужасное. И мне кажется, это большое упущение, и нужно приехать и убедиться своими глазами, что здесь интересно, вкусно. Пожалуйста, подписывайтесь на мой YouTube-канал, он называется Зуева. Через месяц, в конце декабря, мы смонтируем выпуск, зальем его под Новый год. Я очень надеюсь, что мы справимся к Новому году. И буду ждать ваши комментарии, ваши лайки, может быть, репосты. Это позволит нам приободриться и считать, что наша командировка действительно была удачной. И она будет мотивировать нас снимать еще что-нибудь классное. Сегодня у нас была автор проекта Зуева Анна Зуева. Смотрите нашу программу «Вечерняя Тува» каждую пятницу на ТВ-24. До следующей недели.